Сегодня 16 марта, одно из самых горячих дат в истории Латвии. В этот день вспоминают латышских легионеров, людей, которые во время Второй мировой сражались на стороне нацистской Германии в ее вооруженных силах. Российская пропаганда эту историю упрощает до одной фразы: все латыши были нацистами. Введем в поисковике одно имя. Иван. Иванс. Смотрите. Иван Байков, Иван Балабко, Иван Баранов, Иван Цветков. Ну, как будто бы это не латышские имя и фамилии. Латвийский военный музей создал базу данных о людях, которые служили на стороне нацистской Германии. Они все есть в этой базе. И они все были гражданами Латвии. История Второй мировой войны в Латвии – это не только история латышей. Это история людей Латвии, очень разных национальностей и очень sложных выборов. Un tas ir tāds zināms tā kā mīts, kad it kā tikai latvieši ņēma dalību. Nē, mēs zinām, mums bija arī gan 7 lielākoties krievu tautības vai no Latgales iedzīvotājiem veidoti policijas bataljoni vai tā saucamie Latgales bataljoni. Tāpat arī cilvēks, ja bija Latvijas pilsonis un bija viņa gada gājumi tika pakļauti iesaukšanai, ja tas bija vienalga, vai viņš bija lietuvietis, polis, nezinu, Baltkrievs, Krievs, ja viņi tika pakļauti мобилизации. В Центре устной истории Даугавпилского университета хранятся более 1000 жизненных историй людей. Среди них есть и люди, которые служили на стороне нацистской Германии во время войны. Например, русскоязычный солдат польского происхождения. Меня взяли в армию в осени, 10 ноября взяли в армию. Повестка была. Я вышел в военкомат в 10 армии. Дал подпишу в военкомат сейчас. Взял у нас на поезд в Рингу. Ну и вот я попал в армию. Рига, первая полоса республики. Решился батальон, решил штаб роты. И был солдатом Зигисис. Католик, поляк, русскоязычный служит на стороне Германии. Но не вписывается в простые рамки, правда? Un nebūtu nav tā, ka tie bija kaut kādi, nezinu, tur dzimtenes nodevēji, tā skaitā un tam līdzīgi. Viņu dzimtene bija Latvija, nevis Padomju Savienība. Ja? Un vai viņi brīvprātīgi vai vairums tāpat kā latvieši ar šie Latgales cilvēki nonāca piespiedu kārtā, mobilizēti šajos bruņotajos formējumos, tā lielākoties nebija viņa, teiksim, brīva izvēle. Ja? Tā bija šo otrā pasaules kara situācija, kur Latvija atradās starp diviem dzirnakmeņiem, komunistisko Padomju Savienību un nacistisko Vāciju, un īsti citu iespēju kaut ko darīt savādāk bieži vien nebija. Часто у людей просто не было хорошего выбора. Был только менее плохой. И, возможно, это главный вывод. История редко бывает черно-белой. И часто она сложная, а иногда очень трагическая. И именно поэтому об этом нужно говорить. Не лозунгами пропаганды, а фактами и человеческими историями.